Ровно 100 лет назад первый командный турнир между представителями Якутска и Вилюйска заложил основу шахматных традиций республики. Благодаря поддержке Алроса и Целевого фонда будущих поколений открылись новые возможности развития шахмат в Якутии. Качественно новый уровень начался с проведения этапа Кубка главы республики по шахматам. Этапа Кубка России, объединившего десятки титулованных спортсменов со всей страны. Даем старт главному нашему турниру, который пройдет в течение 6 дней здесь, в стенах Национального художественного музея. Это турнир уже по классическим шахматам, то есть контроль будет уже по 1,5 часа каждому игроку на партию, то есть партии будут длиться 3 и более часов, поскольку еще идет добавление времени 30 секунд после каждого хода. Третий год подряд на Кубке главы Республики Саха-Якутия применяем так называемый бакинский метод жеребьевки. Для чего? Для того, чтобы шахматисты Якутии непосредственно имели возможность выполнить норму мастера спорта России. Несмотря на сильный состав участников, побороться за победу готовы как опытные гроссмейстеры, так и амбициозные представители якутской шахматной школы. Конечно же, я постараюсь на максимум для того, чтобы показать достойный результат, потому что состав здесь довольно сильный. Успехи якутских шахматистов на международной арене подтверждают высокий уровень подготовки. Участница Кубка главы Арина Васильева одержала убедительную победу над московским гроссмейстером Владимиром Захарцевым. Отметим, что Арина является воспитанницей гроссмейстерской школы Якутии, которая открылась на базе Малой академии наук республики при поддержке Алроса. И уже в 2025 году Арина Васильева выполнила гроссмейстерскую норму и завоевала звание женского мастера ФИДЕ. Это третье по значимости пожизненное звание, присуждаемое Международной шахматной федерацией. Безусловно, это большой успех, это основа, то, что гроссмейстерская школа двигается в правильном направлении. И я очень рада, что все идет так. Сегодня интеллектуальный спорт объединяет тысячи жителей республики. Масштабное развитие шахмат стало возможным в том числе благодаря поддержке Алроса. Этот турнир проходит при поддержке крупных компаний, которые работают на территории нашей республики. Это компания Алроса, прежде всего, которая уже более десятилетий поддерживает развитие социальной сферы и в том числе развитие физкультуры и спорта. Более 9 тысяч человек в нашей республике занимаются шахматами на систематической основе. Кроме того, мы отмечаем, в последние годы появляются призеры различных турниров шахматных. И это говорит о том, что развитие идет наступательно, развитие идет правильно. Одно из ключевых событий в российском шахматном мире продлится до 10 апреля. Имена победителей станут известны по итогам финальных туров, которые определят лидеров. Диана Антонова, Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск.